Среда, 7 февраля. Вы смотрите «Заман». Я София Абляева. Здравствуйте. Новые обыски в доме крымских татар. С 4 утра оккупационные силовики обыскивают дом крымчанина Мустафы Калафатова в Симферополе в микрорайоне Борчохрак. Фонтаны. Очевидцы сообщают, что самого Калафатова оккупанты сразу увезли. После этого начали искать в доме запрещенную литературу и оружие. Обыск в доме Фатма Тата. Ищут запрещенную литературу, ищут оружие и наркотики. И ищут литературу настолько, что даже фоткают Коран. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил 6 апелляций на штрафы за одиночные пикеты крымских татар. Всего сегодня так называемый суд должен рассмотреть рекордное количество жалоб – 13. Я стал с плакатом «Мусульмане террористы» и хочу поддержать Лутфи Тата с тем, что это адекватная реакция моя личная по отношению к тем репрессиям, которые происходят сегодня в Крыму. Моему доверителю не были зачитаны его права. Была проведена дактилоскопическая экспертиза недобровольно, то есть он даже не был уведомлен о том, что он имел право отказаться от этой экспертизы. То есть его просто в принудительном порядке обязали пройти эту экспертизу, сфотографировали. И что очень важно, фотографии выполнялись на мобильные телефоны правоохранительных органов и сотрудников ФСБ, которые на трассе находились рядом с сотрудниками полиции, что тоже является нарушением частной жизни моего доверителя. В прошлом году, 14 октября, более сотни крымских татар вышли на одиночные пикеты с лозунгами «Крымские татары не террористы». Оккупанты квалифицировали эту акцию как несанкционированное массовое собрание и оштрафовали более 80 участников на общую сумму более 1 миллиона рублей. Так называемому украинскому диверсанту Евгению Панову продлили срок содержания под стражей до 9 апреля. Участника ТО из Энергодара Евгения Панова российская ФСБ задержала в августе 2016 года. Его обвиняют в якобы подготовке терактов на оккупированном полуострове. На материковой Украине открыто уголовное производство по факту похищения Панова российскими спецслужбами. Под зданием суда, где слушали дело Панова, собрались друзья и родственники так называемого диверсанта. Ну, что он говорил? Он больше расспрашивает, как мы, он волнуется, как мы, чтобы... Ну, он старший в семье, он всегда опора был мне и всегда за всех отвечал, за всех беспокоился, за всех. Теперь он беспокоится, что он нам принес очень много забот, и он постоянно просит прощения, постоянно извиняется, и очень это для него тяжело. Он стоит на своем. Он там пишет, что здесь таких, как я, много людей, которые любят Украину. Международные санкции за авиаперелеты в Крым грозят российским авиакомпаниям. Эту тему накануне обсуждали в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. В Украине подготовили более 28 тысяч протоколов о нарушении воздушного пространства самолетами российских авиакомпаний. Убытки от незаконного использования россиянами аэропортами на оккупированном полуострове составляют более 3 миллиардов гривен. Теперь все эти факты должны стать основанием для международных санкций в отношении российских авиакомпаний. Там эти все суда воздушные, они в лизинге. Есть страховые компании международные, которые страхуют эти суда, страхуют пассажиров. А есть обслуживание этих воздушных судов. Это тоже не в России происходит. Понимаете? У нас достаточно большое количество рычагов влияния на эти авиакомпании, чтобы они прекратили полети в Крим. Переслідування кримінальне керівництва авіакомпанії, самої авіакомпанії як юридичної особи, відповідно розшук, Інтерпол і так далі.
санкції в Україні, щоб ця авіакомпанія і структури, які з ними співробітничають, не могли в Україні мати легального бізнесу. Санкції, списки Європейського Союзу, інших наших партнерів, щоб ці авіакомпанії там не могли працювати. Проголосовать за себя Путин может в Крыму. Об этом пишет российская газета «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники. Издание утверждает, что избирательный штаб кандидата Путина рассматривает возможность визита в Севастополь в день выборов. Издание сообщает, что Крым считается рисковым регионом с точки зрения явки на выборы, поэтому присутствие Путина может помочь повысить активность крымчан. Выборы президента России назначены на 18 марта, в 4-ю годовщину так называемого присоединения Крыма к России. Рецепт для Крыма от Ксении Собчак. Она, чтобы определить статус полуострова, предлагает провести международный референдум. Причем в нем должны принять участие граждане Украины, России и жители Крыма. По результатам такого голосования станет ясно, будет Крым с Украиной или Россией. Кандидат в президенты сразу и рассказала, каким предположительно будет результат такого международного референдума. Ми зробили те, що я не підтримую. Але, можливо, ви не розумієте, кожен раз, коли я виступаю перед людьми і кажу, що Крим за міжнародним правом українська територія, мене освистують. Це не фальшиве опитування. 90% росіян подобається ідея, що Крим – Росія. І людям в Криму подобається бути частиною Росії. МИД Украины в Париже представит доклад про уничтожение ханского дворца в Бахчисарае. Это произойдет в конце этого месяца. Об этом в эфире нашего телеканала сообщила Эльмира Аблялимова, бывший генеральный директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Парижская встреча пройдет на уровне послов. Далее тему уничтожения ханского дворца вынесут на сессию ЮНЕСКО. Международное давление в данной ситуации на Российскую Федерацию сможет остановить этот беспредел. Следующий этап – это, безусловно, выступление на сессии ЮНЕСКО. В марте состоится следующая сессия ЮНЕСКО, и мы предполагаем, что есть идея выехать туда вместе с большой выставкой, такой достаточно серьезной, и непосредственно показать, что происходит в Ханском дворце в виде вот этой вот выставки. Оккупанты намеренно выводят Ханский дворец из проекта ЮНЕСКО, считает бывший глава Комитета по делам межнациональных отношений Крыма Эдем Дудаков. Накануне он выложил в Фейсбуке около 20 новых фотографий, на которых изображены разобранная и разбитая черепица ручной работы, разбитые вековые балки, которые оккупанты оставили под открытым небом и без охраны. Власти оккупированного Крыма взялись за так называемую реставрацию уникального архитектурного памятника XVI века в конце прошлого года. К осужденному в России по так называемому чеченскому делу украинцу Станиславу Клыху упустили украинского консула. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, который вместе с дипломатом посетил колонию в Верхнеуральске Челябинской области. Адвокат сообщил, что чувствует себя Клых лучше, чем в тюрьме в Грозном, но психическое здоровье Станислава крайне тяжелое. Украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка россияне обвиняют в участии в чеченской войне на стороне Грозного. Им присудили 20 и 22,5 года тюрьмы. Консулу выдали выписку из истории болезни, где говорится о том, какие препараты ему давали. Там упоминается, что ему несколько раз прописывают циклодон, это довольно мощный такой психотропный препарат. Мы еще будем консультироваться с специалистами-медиками о том, насколько все это повлияло и насколько вообще тяжелое состояние, может быть, психическое, которое мы, как дилетанты, не можем наблюдать. В любом случае, та информация, которую мы получили, нам поможет сориентироваться о том, что происходит со Стасом и какие у него перспективы в ближайшее время. Жилье за полцены. В Украине возобновили государственную программу, позволяющую переселенцам из Крыма и Донбасса купить квартиру за полцены. Какие документы для этого нужны и кто может претендовать на эту программу, узнавала наша Елена Царенко.
Наталья, переселенка из Луганска, рассказывает о собственном доме, мечтает с 2014-го, когда началась война на Востоке. Ее семья потеряла все. Теперь женщина обратилась в фонд содействия молодежному жилищному строительству. Я приехала сюда 15 червня вместе со своей семьей. С нами приехал муж мой и свекор, которому 90 уже на данный момент почти 92 года. Мы бы хотели здесь отримать жилье. В этом терминале выдают талоны на подачу документов для участия в государственной программе. Электронная очередь для того, чтобы сделать механизм подачи документов прозрачным. Большинство из тех, кто пришли сегодня сюда, киевляне и переселенцы с Востока. Крымчан среди них считанные единицы. Все из-за плохой информированности. Стать на учет могут те переселенцы, совокупный доход семьи которых не превышает 40 тысяч гривен, и они не имеют собственного жилья. Программа «Доступное жилье» предусматривает, что половину стоимости компенсирует государство. Остальное должны оплатить будущие владельцы квартиры. Для тех переселенцев, которые не имеют таких денег, предусмотрели ипотеку. Працюючи в програмі, ми побачили, що далеко не всі громадяни мають можливість внести свою частину коштів, навіть половину від тої, яка необхідна до внесення. Тобто 50% буде надано підтримки з бюджету, 50% необхідно внести громадянину. На сайте Государственного фонда можно найти перечень документов для переселенцев и тех, кто имеет право претендовать на программу «Доступное жилье». Вони подають довідки внутрішньо переміщених осіб по всім членам сім'ї, по учасникам програми, подають паспорта, коди, подають свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, якщо вони відповідно в шлюбі, якщо учасниками програми являються діти. І також, якщо сім'ї переселенців вже зареєстровані на підконтрольній Україні території, вони подають довідку про реєстрацію місця проживання. В этом году для внутренне перемещенных лиц государство выделило 100 миллионов гривен. Это в 3 раза больше, чем в 2017-м. В фонде говорят, потребность на обеспечение жильем всех тех, кто стоит на очереди, – 1 миллиард гривен. За 7 лет существования программы «Доступное жилье» почти 4 тысячи семей в Украине заселились в свои дома. Елена Царенко, Ислам Пенка, Заман, АТР. Миссия выполнена. Супертяжелая ракета «Фалькон-9» покинула орбиту Земли и направляется к Красной планете. Несмотря на то, что один из ускорителей разбился, эксперты считают событие историческим. Это первый коммерческий запуск корабля, который может поднять 64 тонны груза и доставить на Марс. В качестве утяжелителя автор проекта Илон Маск отдал свое личное авто, вишневую Tesla Roadster. Теперь она с манекеном за рулем и с мелодией Дэвида Боуи мчится по космическим просторам на скорости 11 километров в секунду. Это все, что мы успеваем вам рассказать. Следующий выпуск «Заман» не пропустите менее чем через час. Будьте с нами.